Ну, наши организации обратились в парламент, спикеру. Мы обратились с вопросом, могут ли организовать в парламенте встречу наших организаций оппозиционных с депутатами и обсудить такой очень жизненно важный для всех, для нас вопрос. Это инвестиционное соглашение. Ну, я так понял, что пока реакции никакой. Сегодня в парламенте неизвестно, что проходит. То ли совещание по понедельникам, то ли комитетское совещание. Ну, попозже, наверное, будет ясно, но на самом деле я не пойму, что за привычка у парламента какие-то делать секреты из таких общенациональных важных вопросов. Поэтому, я думаю, у нас будет однозначная реакция по поводу того, что мы будем продолжать требовать от парламента обсуждения в стенах парламента этого соглашения. И второе, то, что, наверное, вот эта вот закрытая форма, она вообще неприемлема ни в каком виде, да. То есть все должно быть публично, открыто, с участием всех СМИ, мнение каждого и депутата, и мнение всех общественных организаций должно быть услышано, да, в обществе в нашем. И потом, я думаю, в таком режиме общество само сделает выводы, да, нужно нам это соглашение, не нужно. Потому что вот мы чувствуем по реакции людей, что они очень недовольны, потому что очень много слоев общества задевает это соглашение. И здесь не только банковский сектор, кстати, здесь все секторы жизни, да, и сферу туризма, и транспорт, я не знаю, все сферы жизни. Поэтому такое вот беспокойство в людях надо, вот мне, например, было бы понятно, если бы депутаты сейчас, да, высказались бы по этому поводу в открытую, как они к этому относятся, как они относятся к будущему Абхазии, да, потому что речь идет, это соглашение не о настоящем, это соглашение о будущем, как будет развиваться наша экономика. Будет ли она конкурентоспособная, сможет ли наш бизнес быть конкурентоспособным с теми инвесторами, олигархами, которых привлекает наша сегодняшняя власть. Поэтому, я думаю, вот следующий этап, мы дождемся сегодняшнего, значит, дня, посмотрим, что скажут по результатам сегодняшнего дня депутаты, и дальше будем добиваться того, чтобы в стенах парламента прошло с нашим участием слушание. И я думаю, обеспокоенность людей в том, что люди хотят собраться, и я думаю, в большом количестве хотят собраться для того, чтобы продемонстрировать в том, что им не безразлична судьба Абхазии, их судьба лично всех людей, которые участвуют сегодня в бизнес-проектах, которые сами своим трудом создавали предприятия, сами уже 30 лет, пройдя там огонь и воду, выстояли во всем этом, и вдруг в одночасье кто-то хочет построить другие правила и создать условия для других. Это, я думаю, волнует очень многих.